Комиссия начала проверки с государственной границы на КПП ПСУ, ведь именно от того, как здесь встретят гостей, зависит не только настроение въезжающих, но и имидж всей страны. Ранее при переходе границы туристы сталкивались с таксистами, часть которых проявляли порой хамское поведение по отношению к приезжим. Для решения этой проблемы буквально неделю назад представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД провели рейд. Чтобы упорядочить скопление машин, водителям такси были определены конкретные места на верхней площадке, где они находятся сегодня. Все люди, которые сегодня заходят к нам, приезжают отдыхать, они проходят через автовокзал. И право выбора у них есть: садиться на такси, на маршрутку или автобус. Здесь они, естественно, предлагали только свои услуги, и что больше там, человек новый приезжает сюда, кто знает, что есть автовокзал, есть какие-то услуги. Вот чтобы это все обезопасить, чтобы культуру какую-то повысить перевозок, вот это все было сделано. Сотрудники госавтоинспекции проверили техническое состояние маршрутных такси, а также наличие у водителей разрешительных документов на перевозку пассажиров. У 3 из них не было технического талона. На водителей составили административный материал. Выявлено несколько нарушений незначительных. Сейчас будут составляться административные протокола, а также даны предписания, замечания для устранения гражданам, которые не имеют огнетушителей, аптечек. Транспорт является общественным, и наличие всех этих предметов для них необходимо. Затем комиссия выехала в Гагру. При осмотре набережной близ Гагрской колоннады они встретили людей, использующих животных с целью заработка. Председатель Госкомитета по экологии и охране животных Савелий Читанава пояснил, что эксплуатировать местную птицу и животных в коммерческих целях запрещено по закону, и хозяину животных необходимо явиться в экологическую службу. Затем все направились в Приморский парк имени принца Альденбургского, где в рамках инвестпрограммы к началу курортного сезона был проведен первый этап ремонтно-восстановительных работ. Второй этап начнется после окончания курортного сезона. На территории парка немало торговых объектов. Все они должны работать в соответствии с законом, подчеркнул первый вице-премьер Даур Аршба. Если они работают по установленным правилам, работайте вместе в пользу и на благо, если парка они, пожалуйста. Если нет, кто-то не согласен с этими правилами, требования будут радикальные, вплоть до разрыва всех отношений, и они должны или работать, как определят им, или не работать. И это не только относится к объектам парковой зоны, все объекты памятники культуры. И когда видишь, что объект находится столько времени в арендных отношениях, взяты в аренду и нет никакого ухода, я уже не говорю о самом объекте за территорией, надо уже вопрос ставить о том, чтобы, если хозяин не способен решать программу, то есть задачу, тогда этого хозяина надо лишать его прав. Председатель Госкомитета по экологии и охране животных Савелий Читанава дал хорошую оценку состоянию парковой зоны. Сегодняшнее состояние радует глаз. Конечно, далеко до совершенства, но и тем не менее чувствуется, что есть уход. А деревья здесь, вообще флора этого парка уникальна. Уникальна тем, что, как и по всей Абхазии, здесь собрано комплекс экзотических растений. А с точки зрения экологии, нам с вами основная задача здесь оказать минимальную нагрузку на этот искусственно созданный ландшафтный мир. Что это значит? Вот эти торговые объекты и все объекты летнего отдыха, досуга и так далее, чтобы минимизировать их действие на растительный мир. Ежедневно сотрудники Гагрской транспортной водной милиции на патрульном катере выходят в море для осуществления охраны общественного порядка. Они ежедневно выезжают в море, выходят в море и проверяют маломерные суда. Вот буквально вы, наверное, обратили внимание, они проверяли скутеристов, то есть на предмет удостоверения прав на право вождения скутером. Они выходят каждый день и патрулируют акваторию Гагрского района. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик посетила несколько объектов общественного питания в городе Гагра. Нарушения со стороны хранения продуктов питания, нарушения со стороны мойки посуды, это такие вот глобальные, скажу так, да, нарушения со стороны самих работников, которые не имеют, например, специализированной одежды, да, спецодежда должна присутствовать у всех сотрудников. Все предложения
в виде предписаний будут направлены и в адрес этих руководителей, и в то же время я буду сигнализировать в Гагаринскую санэпидемстанцию, чтобы все предложения, которые я сегодня озвучила на этих объектах, были проверены, как бы исполнены они или не исполнены. Комиссия также посетила один из курортных объектов в Гагре – дом отдыха челюскинцев, и осмотрела номерной фонд. Все номера оснащены необходимой техникой и мебелью для комфортного проживания. При осмотре столовой также нарушений выявлено не было. Отмечалось, что здесь созданы все необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил. Впечатления, конечно, очень хорошие. Замечательные, конечно. Ну, я как санитарный врач обязательно нашла какие-то недочеты, скажем, которые легко устранимы. Я думаю, что руководство этой гостиницы примет все меры для того, чтобы их быстро устранить. Вот. А так, естественно, условия для отдыха наших туристов самые великолепные. Члены комиссии осмотрели состояние пляжа дома отдыха челюскинцев. Отметили, что пляж содержится в чистоте, стоят зонты с шезлонгами, есть дежурный спасатель. Отношение замечательное, пляж великолепный, чистый, никого посторонних нет, только работники, которые обслуживают, и отдыхающие. Номера хорошие, кормят великолепно, готовят умнички, все хорошо. Кормят нас на убой, очень вкусно. Обслуживание очень вежливое, всегда внимательный. Затем комиссия выехала в Пицунду, где посетила центральный рынок, состояние которого в сравнении с подобными объектами по республике относительно неплохое, но и здесь не обошлось без нарушений. Молочная продукция у многих продавцов хранится не в холодильных камерах, а прямо на прилавках. Члены инспекционной комиссии купили виноводочные изделия и мед, чтобы проверить в лаборатории качество продукции. При въезде на набережную немало кафешек, у которых отсутствуют очистные сооружения, и фактически все отходы идут прямиком в море. Даур Ашба поручил администрации города проследить за тем, чтобы в кратчайшие сроки хозяева объектов поставили септики. Еще одна проблема здесь – это отсутствие ограждения заповедной зоны. Очень часто люди заходят на территорию заповедника и загрязняют ее. Те кафешки, которые вдоль границы заповедника находятся, люди иногда хотят просто расширяться. Не от того, что там они незаконно это пытаются сделать или что. Из-за отсутствия четкой границы у нас потом происходят эти моменты, что кто-то решил расшириться. Четкой границы или забора? Забора, да. Ну, граница установлена, я думаю, забор. И человек просто по незнанию выдвигается на территорию заповедника. Инспекционная комиссия посетила объединение пансионатов «Курорт Пицунда». Всего в туристическом комплексе функционирует 7 пансионатов. В 4 из них произведен капитальный ремонт. Комиссия осмотрела несколько номеров с удобствами и без. Для всех типов номеров здесь приобретена новая мебель, матрасы и постельные принадлежности. Специалисты МЧС проверили правила соблюдения пожарной безопасности. Средства пожаротушения, они рассредоточены, то есть в разных концах находятся вот эти вот пожарные внутренние краны, вот оборудованы рукавами и стволами, и вот огнетушитель. Учитывая длину коридора, этого достаточно. На территории туристического комплекса функционируют 3 столовые. Каждая из них за один прием может обслужить до 800 человек. Для кухонь приобретены новые печи, котлы и холодильники. При курорте создана бактериологическая лаборатория, и раз в неделю ее работники во всех столовых и кафе, располагающихся на территории курорта, берут смывы с посуд, чтобы оценить их санитарно-гигиеническое состояние. На туристическом комплексе есть система видеонаблюдения, и за каждым объектом закреплены люди, отвечающие за безопасность отдыхающих. На набережной ежедневно дежурят спасатели. В целом комиссия дала положительную оценку работе пансионатов, да и сами постояльцы отмечают хорошее обслуживание. Прекрасное обслуживание. Все очень нравится, в столовой очень хорошо кормят, и пляжи чистые, и все так обустроили. Вот мне очень нравится, спасибо. Прекрасный курорт. Мы не хотим никуда отсюда. И дети наши сюда будут приезжать. И нам здесь очень-очень нравится. Первый вице-премьер Даур Ашба отметил, что в общем работа курортных объектов организована неплохо, хотя есть и недочеты. Цель этих проверок, по большому счету, сформировать положительный имидж о нашей стране, создать условия, улучшить условия для отдыхающих, чтобы привлечь их, чтобы у них было желание приезжать сюда еще раз.
конечно, там есть объекты, которые готовы, есть которые не готовы. Я хочу сказать, что вот ситуация в целом положительная. Люди старались, нельзя не отметить. Это уже каждому объекту потом более подробно будет дана оценка, будет проведен анализ. Комиссия продолжит инспекционные проверки на следующей неделе в Новом Афоне, Гудауте и Рицинском заповеднике. Аля Катрапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.